И, значит, еще одна наша участница, это наша Харндас из аула Ярле-Тубе, Осыпной Бугор, тоже Приволжского района Астраханской области, предприниматель, активистка проекта Юрт Нугай Ильмира Абдулаева. Да, слышите, да? Да, слышу и вижу. Всех приветствую, добрый вечер. Родилась я в селе Осыпной Бугор, в семье юртовского нагая и мишарки, то есть в смешанном браке. Папа у меня юртовский нагаец, мама, вся сторона мамина мишарик. Ну, росли мы с дедушкой, с бабушкой, я росла до 12 лет с ними, ну, а я там. И мне снова балары, и это, наверное, вот это вот закрепилось где-то там в сознании. Вот. Ну, а потом уже, когда уже, наверное, человек доходит до какого-то определенного возраста, и он хочет узнать больше о себе, о своих предках, кто я, откуда я. И ну, я стала изучать эту тему. И я даже удивилась, когда я стала там искать что-то в интернете, в соцсетях, и я встретила нагайских активистов, которые ну, уже эту тему поднимают и возрождают. И я даже удивилась, потому что, как бы, что эта тема вот сейчас как бы актуальна. Даже обрадовалась. Ну, потом у нас, знаете как, вот сейчас дети стали тоже забывать язык. Дети стали разговаривать на русском, потому что в 90-х годах в школы Приволжского района был введен татарский литературный как родной. Они стали изучать его в школе и дома перестали разговаривать на юртовском, да, языке. И так получилось, что они сейчас и на татарском не разговаривают, на литературном, и на своем не разговаривают. Это, ну, как бы, вот это, наверное, ситуацию нужно как-то исправлять и, возможно, создавать какую-то учебную литературу юртовского языка, чтобы как бы это все восстановить и ну, преподавать его в школе и что-то в этом направлении как-то вот. То есть в юртовской среде, среди юртовских нугаев, которые проживают в селах Приволжского района, да, тот язык, который преподается ну, под этим, как его, названием родного языка, в частности, вот, казанский литературный язык, он не востребован нигде. Ни в бытовой сфере, ни в быту, ни в культуре. То есть здесь идет такое вот столкновение, да, между навязанным и своим, получается. Да, ну вот у меня мама мишарка, папа был юртовский нагаец, мы разговариваем на юртовском языке. Вот, то есть мама, она восприняла, так скажем, сторону вот... Да, мама тоже, да. Мама, она говорит, я много чему научилась у юртовских нагайцев. Вообще нагайцы очень с мишарами как хорошо уживаются. И как бы такие толерантные, терпимые. Вот. То есть вот вы пример человека, который родился, ну, как вы сейчас сказали, в смешанной такой этнической семье, да, и вот, несмотря на это, вы как себя идентифицируете как юртовская нагайка? Конечно. Это связано вот с какой-то традицией или как? Ну, наверное, то, что я вот с бабушкой росла, с дедушкой, и вот это вот как-то, ну, наверное, очень близко. Я, ну, выросла в юртовской среде, да, среди нагайцев. И мы в детстве знали, что у нас нагайское происхождение, то есть вот у меня есть там друзья, подруги, они, которые со Степного Бугра, мы знаем, что у нас нагайское происхождение. У нас рядом село Фунтово, это село туркменское, там туркмены живут, они нас называют нугай, они нас татарами не называли никогда. То есть, вот. Ну, то, что это нужно возрождать, нужно вот как бы в культурном плане, в плане всего, что создавать вот какую-то литературу на нашем языке, ну, это, конечно, было бы хорошо. Я, конечно, я себя считаю юртовской нагайкой. Ну, Эльмира, спасибо вам. Вы, конечно,
идентифицируйте себя правильно, потому что мы все-таки народы, которые вот проживают на территории Российской Федерации, относятся к группе так называемых евразийских народов, а у нас идентификация, да не только у нас, а у всех, вот кто у тебя отец по нации, да, или по этничности, ту как бы сторону ты и принимаешь. Фамилия идет по отцу, значит, и идентификация национальная идет по отцу. И то, что вы так, стоите на таких твердых позициях, будучи, представительницей прекрасного пола, да, это, конечно, хороший пример для некоторых людей, сильной половины человечества, которые тоже, будучи, возможно, рожденными в таких, смешанных этнических семьях, до сих пор не могут определиться, кто они, да, там, ануаи, они татары или мишары, до сих пор. Я еще, знаете, хочу подчеркнуть, что если вот казанский народ, казанские татары, да, это нам братский народ. Я не говорю, что они нам чужой народ. Они братский народ, у них тоже история такая. Но если взять нагайцев, карагаши, кубанских нагайцев, ставропольских, дагестанских, турецких, я могу кого-то забыть, извиняюсь, это мы с ними один народ. То есть это вот очень большая разница. И у меня даже были вот случаи такие вот с казанскими татарами, когда я разговаривала, они тоже говорили: вы же астраханские татары, вы же нагайцы, сами это подчеркивают. Они тоже знают нашу историю, и мы хотим, чтобы мы тоже знали. То есть Эльмира, у нас вот в Астраханской области вот это движение по возрождению юртовских нагайцев идет. У нас как оно вообще вот идет? У нас идет возвращение в этничность именно тех нуаев, которых в свое время записали же татарами, а не вот представитель, например, родственного хоть нам, но татарского народа. У нас же нет такого, чтобы вот сказать татарину, который вот действительно этнический татарин, казанский татарин или мишар, да, татарин, ему говорят: вот ты запишись на агайцем. Я почему вам говорю? Потому что в соцсетях идет вот такая, подмена понятий, когда говорят, что вот в Астрахани пытаются татар записать в нагайцы. Такое у нас вообще есть или нету? То есть вот есть, например, мы ни для кого не секрет, что во многих этих населенных пунктах Астраханской области, да и в самой Астрахани живут этнические казанские татары. Их пытаются записать в нагайцы или нет? Это смешно, конечно, нет. У меня же мама не запишется, да, юртовской нагайкой, она запишется мишаркой. Я запишусь, и сестра моя тоже, она запишется юртовской нагайкой, потому что мы... Никто никого не заставляет, никто ни на кого не давит. Нет, вот это я хотел бы. Спасибо вам, Эльмира.